Последствия утечки нефтесодержащей жидкости, загрязнившей реку Колва, будут устранены до конца этой недели. Об этом нашему телеканалу сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Алексей Кузнецов. Как устранят последствия происшествия и какие санкции могут грозить виновникам аварии, расскажет Евгений Стокас. Утечка нефтесодержащей жидкости из нефтепровода на Ожском месторождении локализована. На ликвидации последствий аварии работают более 200 человек и 70 единиц техники. Рисков для распространения загрязнения нет. Так, сегодняшнюю ситуацию на Колве, Усе и Печоре, куда попали нефтепродукты, комментирует в Министерстве природных ресурсов. Благодаря новым технологиям борьбы с подобными ЧП отголоски аварии ликвидируют оперативно. Мы перед собой ставим, конечно, ближайшую неделю, но сейчас все зависит от того, как вода, непосредственно весенняя паводковая вода, разнесла льдины по прибрежной зоне и реки Колва, и Уса. Поэтому здесь задачи у нас первоочередные – это с воды убрать пятна основные, которые угрожают водозаборам, а уже с территории непосредственно водоохранных зон, там в течение ближайшего месяца-полутора мы справимся. На месте сейчас Росприроднадзор, Ростехнадзор, МЧС и другие природоохранные службы. Даже представители Фонда защиты дикой природы приезжали лично убедиться, что утечка устранена и ситуация под контролем. При этом тот же фонд на днях серьезно взбудоражил общественность, когда заявил, что, возможно, авария произошла на Колве раньше, еще в марте и апреле. В качестве доказательства представили снимки из космоса. На них в реке появляются и исчезают черные пятна. Но эксперты и те, кто видел нефтеразливы, знают, скрыть такую аварию просто невозможно. Если бы у нас была утечка в марте, в апреле, то мы бы об этом знали. Потому что рыбаки, охотники сразу докладывают во все концы в единую диспетчерскую службу. Поэтому инцидент, получается, что был действительно, первая у нас анонимная информация проявилась именно 11 мая. И сразу был собран оперативный штаб. Сейчас в Колве, а также в Усе и Печоре, куда добрались по течению нефтепродукты, 3 раза в день берут пробы воды. Нефтесодержащая жидкость, по словам экологов, не угрожает водозаборам, а значит и людям в окрестных населенных пунктах. Она почти на 80% состоит из воды, так что Колве даже повезло, если это слово вообще к месту. Ненецкому автономному округу все-таки более оперативно было подключаться к работе. Самое основное важное – это то, что у нас для людей, для питьевой воды у нас нет никакой угрозы. Это отодвинутые относятся такие по природе, там нужно будет проводить и рекультивации. Это будем уже оценивать после того, как у нас завершатся все работы по ликвидации данной аварии. Предварительно в воду попало порядка 9 тонн нефтесодержащей жидкости. Из тех 90, что вылились из трубопровода. Трубопровода, который, вопреки слухам, совсем не старый. Уложили его в 2011-м, просто не контролировали должным образом. Нефтяников, кроме штрафов, ждут рекомендации Минприроды Коми переходить на круглогодичный контроль за трубопроводами по всей длине. Это будет на порядок выгоднее, чем устранять подобные аварии. Выгоднее, прежде всего, для нашей природы. Евгений Стокас, Вячеслав Беспалов, Юрган.